2018 год стал для нас годом самых масштабных событий и новых открытий. Почти 3,5 миллиона человек. Так много гостей у нас еще не было. Главная задача Госкомитета по туризму в 2018-м – показать иностранцам не только Казань, но и глубинку. Для этого требовались новые туристические маршруты. И туристы действительно едут, говорят сельские предприниматели. Одна из самых популярных точек – деревня Йонга-Ширме Высокогорского района. Здесь для пилигримов страусы и верблюды, ослы и коровы. Можно и птичек покормить, и буренку подоить. Два в одном получается. Я не только показываю, я и произвожу продукцию, молоко. У нас можно будет подоить корову вручную, попробовать. Можно будет сепаратор крутить. Здесь же в холле готовят и самый настоящий татарский кофе. Его называют кахуа. Чем он отличается от обычного кофе? Расскажите. От обычного кофе он отличается тем, что в него добавляются татарские травы. Это смесь из 5 видов татарских трав. Здесь есть душица, мелиса, мята, тимьян и лист смородины. Туризм – это драйвер экономики. Для путешественников необычное и привлекательное. Но одним креативом в республику гостей не привлечь. Нужно языки знать и сервис предоставлять мирового уровня. Подготовка высококлассного персонала – такая задача стояла перед Комитетом туризма в начале прошлого года. В 2018 году 150 специалистов из Татарстана, представителей туристских организаций, отелей, ресторанов, профильных учебных заведений, музеев, заповедников и экскурсоводов прошли обучение по программе общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма. 28 миллиардов рублей. Столько туристы со всего мира потратили в прошлом году в Татарстане. Пик посещаемости – футбольный мундиаль. Портрет среднестатистического болельщика – мужчина от 24 до 34 лет, который остановился в отеле на 2-3 дня с компанией друзей. Чаще всего он посещал спортивные бары и тратил чуть меньше 40 тысяч рублей. Только матч слово знает. Эчпочмак. Эчпочмак знают во всем мире, а бренд Visit of Татарстан набирает обороты, отметил Фарид Мухаммедшин. Чемпионат мира по футболу не только рассказал планете о татарстанцах, но и подкинул конкурентов крупным гостиницам. Это недорогие хостелы и квартиры посуточно. Они конкурируют с большими крупными гостиницами. Да, идут. Что противопоставить этому? Может быть, чуть-чуть опустить цены, выжить, для того, чтобы турпоток не сузился и не уменьшился. Привлечь зарубежных инвесторов и провести чемпионат WorldSkills на мировом уровне. Такие задачи у Комитета туризма уже на этот год. Сергей Хайдаров, Андерс Интальцев, ТНВ, Татарстан.